считаю, мы положили доброе начало для сотрудничества между Республикой Саха-Якутия, Республикой Крым, между нашими народами в парламентской сфере, в сфере экономического сотрудничества и в сфере человеческих отношений. Каждый из этих аспектов чрезвычайно важен по-своему. Я откровенно скажу, что мы многое уже позаимствовали у вас из законодательной сферы, и нам есть, по-моему, тоже чем с вами поделиться в этом плане. Я очень надеюсь на то, что между нашими республиками будут установлены тесные деловые и экономические связи. Такие возможности есть и с вашей стороны, и с нашей стороны. Мы пожелаем дружественной Республике Крым больших успехов в установлении их государственности и решении сложных проблем межнациональных отношений, и самое главное, в решении перехода в этот момент в рыночные отношения. Благополучия, счастья, успехов вам. Спасибо большое. Николай Васильевич, вы сказали, что вы многое позаимствовали в процессе законодательного творчества нашей республики. А не могли бы вы конкретно сказать, что именно? Почему? Я могу сказать о том, что мы много интересного узнали о тех положениях основополагающих, которые записаны в вашей Конституции, которые для нас представляют практический интерес. Принят закон о гражданстве. Это чрезвычайно важный вопрос, который сейчас у нас один из наиболее острых. Есть и другие вопросы, связанные с теми законопроектами, которые приняты по переходу промышленности и в целом экономики Якутии к рыночным отношениям. Это все для нас интересно, и мы, в общем-то, позаимствуем этот опыт. Народная газета. Так, можно узнать, уважаемый Николай Васильевич, какой национальный состав вашей республики и какая там сейчас политическая установка? Называете о том, что у вас 76 наций, а если брать все народности, то около 100. Вот примерно такой по численности национальные составы в Крыму. Но наиболее крупными, так сказать, национальностями, представленными в Крыму, являются русские, где-то 1 600 000, порядка 600 000 украинцев. Уже у нас прописано 230 000 крымских татар, и процесс возвращения крымских татар продолжается очень активно. И надо прямо сказать, что мы, к сожалению, к этой проблеме оказались не готовы, ибо, будем откровенны, то, что они были, все депортированные народы, восстановлены в правах, это все-таки политическое было решение. Под это политическое решение материальной базы основы не было подведено. И сейчас мы, по сути, Украина и Крым, сами решаем эту чрезвычайно сложную проблему.